عند لقاء الملك عز وجل. Как войти в рай без расчета и наказания? После того, как каждый человек получит книгу с деяниями, начнется расчет рабов. И каким же великим зрелищем это будет? Всевышний возьмет спрос с миллиардов людей, которые предстанут перед ним. Однако 70 тысяч человек из общины Мухаммада, мир ему и благословение, войдут в рай без расчета в день воскрешения. Пророк, мир ему и благословение, сказал: затем спасутся верующие и спасется первая группа. Их будет 70 тысяч, и они не будут спрошены. Но только ли 70 тысяч? В других хадисах сказано о дополнительном количестве. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Мой Господь обещал мне ввести в рай 70 тысяч моих последователей без отчета и мучений. А с каждой тысячью еще 70 тысяч, и 3 пригоршни моего Господа». Согласно этому хадису, общее количество получится 4 миллиона 900 тысяч, не считая пригоршни. Две категории людей, которые войдут в рай без отчета и мук. Первая категория – это те, кто не делают прижиганий, не просят, чтобы им прочли заклинания, не суеверны и уповают только на своего Господа. В хадисе о показе общин в судный день приводится, что Джибриль скажет пророку, мир ему и благословение: «Посмотри на горизонт». Он посмотрит и увидит множество людей. Джибриль скажет: «Это и есть твоя община. 70 тысяч из них, идущих впереди, не будут призваны к отчету и не познают мучений». Пророк, мир ему и благословение, спросит: «А почему?» И Джибриль ответит ему: они не делали прижиганий, не просили, чтобы им прочли заклинания, не были суеверны и уповали только на своего Господа. Первое их качество – они не просят, чтобы им прочитали заклинания. Даже если это и разрешено, они отказываются от него из-за нежелания уповать на что-либо, кроме Аллаха. Второе качество – они не делают прижиганий и не просят других, чтобы их болезни или раны вылечили путем прижигания. Третье качество – они не верят в суеверия и плохие приметы, такие как полет птиц у арабов или определенные числа, места, дни или месяцы в наше время. Четвертое качество. Они уповают только на своего Господа, то есть вверяют свои дела Аллаху, будучи убежденными, что только пречистый Аллах способен помочь им и выполнить все их просьбы. И вместе с мольбами они делают все от них зависящее. Эти 4 качества объединяет полное и абсолютное упование на Аллаха, силу надежды на Него и отсутствие нужды в ком-либо из творений. Вторая категория – это люди, над чьими поступками посмеялся Всевышний. Подробнее об этой категории мы рассказали в другом ролике. Передается, что пророк, мир ему и благословение, сказал: «Если Господь твой посмеется поступку раба в мирской жизни, то он не будет спрошен в судный день». К этой категории относятся шахид, те, кто отдают предпочтение другим перед собой, и те, кто выстаивают ночи в молитвах. Просим Аллаха ввести нас в рай без расчета и наказания. В следующем ролике мы расскажем о том, как получить заступничество пророка, мир ему и благословение.